Сәлеметсіздер ме, қымбатты телекөрермен қауым. Біздің бағдарламамыз мемлекеттік тілді үйренем деушілерге арналады. Студияда Наталья Дементьева. В эфире ежедневная познавательная передача «Уроки казахского языка. Мың бір сөз». Наша передача для всех желающих изучать государственный язык. В прошлой передаче мы научились говорить время на казахском языке. Давайте повторим слова с прошлого урока. Сағат қанша болды? Который час? Жарым – половина. Сағат – время, час. Числа от 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 жарымда, половина 11-го. 10-нан 15 минут кетті, 15 минут 11-го. 10 минутсыз 11, без 15 11. Или 11-ге 15 минут қалды, без 15 11. Тәулік, сутки. Бір тәулікте 24 сағат, 24 часа в сутках. Бір сағатта 60 минут, в одном часе 60 минут. Надеюсь, эти слова остались в вашей памяти. А у нас на очереди новая тема. Для того, чтобы научиться правильно говорить на казахском языке, нельзя ограничиваться только лексическим материалом. Знание грамматики казахского языка в сочетании со знанием слов и выражений даст нужный результат. И сегодня мы подробнее остановимся на грамматических особенностях языка. Будьте внимательны. Екпін – ударение. Ударение в казахском языке всегда падает на последний слог. Мысалы, например, ата, бала, мектеп, керемет, асхана, парасат, әңгіме, тағы басқа сөздер. Попробуйте сами произнести слова из прошлых уроков, правильно ставя ударение. Үндестік заңы – закон сингармонизма. Все слова в казахском языке подчиняются закону сингармонизма, то есть за мягкими всегда следуют только мягкие слоги, за твердыми – только твердые. Если последний слог в корне слова мягкий, то окончание или суффикс тоже будет мягкий, а если твердый слог, то и окончание или суффикс будет твердый. Мысалы, например, керемет, келешек, шелекпен, әжелер, балапан, балалар, достар, адамдар. А на сегодня все. Я надеюсь, сегодняшний материал вы усвоили хорошо. Увидимся завтра на телеканале «Казахстан Көкшетау» в программе «Мың бір сөз». Бізбен бірге қазақша сөйлеңіздер. Аман, сау болыңыздар.